С добрым утром, друзья! Здравствуйте! 8 часов 10 минут на студийных часах Радио России Башкортостан. Из сердца нашей республики, из телецентра, и радио тоже центра, на всякий случай уточню. Вас приветствуем мы, звукорежиссер Марат Рахматуллин и ведущий Константин Бережной. Чего мы ведем и звукорежиссируем, так это утренний канал «Самовар». Сегодня вторник, 3 октября. Вот раздрай какой-то во мне сразу становится. Второй день недели, но почему-то 3 число. Ну, непорядок, но ничего. Мы как-нибудь это переживем. Особенно с помощью и в присутствии лучших в мире радиослушателей. У меня это вообще никаких сомнений не вызывает. Ну что, давайте взглянем, что за день такой сегодня, 3 октября. Что это за, не знаю, событие можно отметить на этот день приходящие. День отрядов мобильных особого назначения. Министерство внутренних дел Российской Федерации сегодня отмечается. Другими словами, День ОМОН. Помните, раньше это был отряд милиции особого назначения, теперь вот сокращение, аббревиатура точнее осталась, а расшифровка ее другая. Отряд мобильный особого назначения. С праздником поздравляем, работа нужная, ответственная, опасная, но очень важная. Всемирный день трезвости сегодня отмечается. По-моему, не один такой день в году. Потому что, все-таки время от времени надо это, напоминать, что можно и отметить такой праздник. Вот, Всемирный день грибника. В этом году, я думаю, грибникам грех жаловаться. Правда, летом особо-то ничего не происходило, но зато настоящая, даже не волна, а настоящее цунами грибное случилось вот в сентябре. А еще сегодня день дрянных девчонок. Ой, девчонки, ох вы дрянные, которые, аккуратней там, смотрите внимательней. День «Посмотрите на листья». Вот здесь вот какая-то лирика чувствуется, да, романтик. Когда смотришь на листья, какие-то мысли глубокие приходят. Наверняка могут прийти они и Владимиру Кузьмичеву. Но это об этом чуть-чуть позже. А еще сегодня день поиска каштанов и Международный день войлока. Не знаю, каштаны, конечно, у нас тут конские, по-моему, встречаются даже вот на улицах Уфы. Но, во всяком случае, я точно знаю, на улице Николая Дмитриева есть каштановое дерево. Я сам удивился, когда это впервые увидел. Но это было так давно. По-моему, оно живое. Все еще по-прежнему зеленое и плодоносит. А что касается Международного дня войлока, хорошо, что он есть. Странно, что он как-то в сентябре. Потому что, единственное, и самое распространенное, важное и всеобъемлющее изделие, которое делается из этого материала, это, по-моему, валенки. Мне так кажется, во всяком случае. Так что я бы их зимой где-нибудь отмечал. Но вообще валенки, конечно, как и телегу, к зиме готовить лучше летом. Потому что если зимой начнешь валенки готовить, все ноги себе обморозишь. В общем, да, вот видите, выплеснулся весь ушат этот вот моей, так сказать, осведомленности и умудренности, поэтому можно спокойно еще анонсировать то, что мы собираемся сделать в течение сегодняшней нашей встречи. Сегодня у нас будут в гостях Ольга Шарафудинова и Диана Гараева, люди, которые слушают нашу передачу. Многие наверняка вспомнят и ассоциируют их с театром кукол, нашим любимым, и будут совершенно правы. Вот узнаем о том, что нового в нашем любимом и детском любимом театре. И не только детском, кстати. Вот. Что планируется, что слышно про открытие уже нового, обновленного, отреставрированного здания. Все вопросы будем им задавать. А еще у нас сегодня утренняя гимнастика, сегодня у нас еще стихотворение, сегодня у нас еще розыгрыш пригласительных на двоих. Я думаю, что на один из спектаклей Башкирского государственного театра кукол. Я уверен в этом. Потому что мы отговорились, что разыграем с гостями. И, конечно же, о погоде расскажу я вам. И неоднократно. Все возможно вполне. Первый раз это случится прямо сию секунду. Так, кофейная гуща, палец в небе. О, и к бабке не ходи! Прогноз погоды.
Вот интересно действительно как-нибудь взять и спросить вот прям досконально, чтобы нам рассказали, как прогноз погоды появляется на свет. Вот прям где, что там смотрят дежурные синоптики, прежде чем сообщить нам, например, сегодня, что 3 октября ночью местами по республике отмечался дождь. Температура воздуха в 5 часов утра была в Кананикольском плюс 1 градус, в Шульганташе плюс 2, в Белорецке и Тукане плюс 4, в Ревете, Акьяре, Стерлитамаке плюс 5, в Сибае плюс 6, в Зилаире, Мраково, Мелеузе плюс 7, в Учелах плюс 8, в Федоровке, Ямашах, Кумертау плюс 9, в Раевском, Бакалах, Салавате, Чешмах, Янауле, Павловке, Октябрьском плюс 10, в Аксаково, Дюртюлях, Туймазах, Дуване, Улутиляке, Аскино и Карайделе было плюс 11 градусов. В Архангельском, Верхнеяркеево и Кушнаренково плюс 12. В Бирске и Буздяке 13 градусов выше 0. Ну, так, в общем, еще вполне себе теплая погода держится. Сегодня, 3 октября, во вторник, по республике и в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. По северо-западу даже до умеренного дождя ожидаются. Ветер будет южный, умеренный. Температура воздуха днем по республике составит от 14 до 19 градусов тепла. В Уфе будет от 16 до 18. Ну, естественно, тоже градусов тепла. Атмосферное давление в течение дня будет слабо так падать, а сейчас оно составляет 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69% и плюс 11 градусов. Световой день сегодня составит 11 часов и 28 минут. В 7:21 солнышко взошло. Час уже, почти даже больше часа назад. А в 18:49 оно спрячется за горизонтом. Нам... Значит, остается что сделать? Еще раз поприветствовать друг друга и, наверное, перейти к утренней гимнастике. Коли уж у нас Всемирный день трезвости, грех не дать слово достаточно смешной сатирической песни в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Утренняя гимнастика. Среди житейского бурления и кипения, чтоб выбрать верное для мысли направление, для общей бодрости и в целом настроения, примите с чаем новый сорт стиховаренья. Ну что же, стиховаренье. Владимир Высоцкий, по-моему, был великолепен. А Владимир Кузьмичев, я просто уверен, совершенно будет всегда, как всегда, блестящ. Мы, знаете, некоторое время назад выбрали в одной из наших встреч стихотворение Владимира Кузьмичева, четверостишье, возможно, это Кузьмичек. Но никак он что-то у нас не мог прозвучать. То у нас было очень много розыгрышей, то, значит, гости были интересные, и я позволил себе так сказать, пожертвовать, сократить немножечко нашу встречу, не встречу, а набор наших постоянных рубрик. Но сегодня решил, что нельзя пропадать такому замечательному в 4 строчках наполненному огромным смыслом стихотворению, поэтому сегодня я вместо Владимира Кузьмичева, так сказать, сделал выбор. Вот день, посмотрите на листе, я сегодня же называл, да, не зря обратил ваше внимание, что, созерцая природу, рассматривая листья, особенно осенью, вот это вот разноцветие, начинаешь поневоле как-то лирически быть настроенным, и романтически, и какие-то интересные мысли приходят в голову. Давайте вот посмотрим то, что тревожит душу. Так называется стихотворение Владимира Кузьмичева. Бывает, что на жизненном пути тревожит душу множество сомнений. И так и тянет к мастеру пойти в ремонт часов, минут, секунд, мгновений.
Вот иногда такую паузу хорошо сделать и поразмышлять, всевозможные какие-то мысли обдумать, что-то на что-то там, я не знаю, потратить вот себя такое время, и приходят иногда самые светлые, интересные мысли в голову. Надеюсь, что, может быть, сегодня что-то такое тоже каждого из нас, что ли, так вот осенит. И спасибо большое, Лия нам пишет. Доброе утро, Константин. У нас был, здесь в республике, в Уфе, башкирский суконный комбинат по производству войлока, а валенки из шерсти. Согласиться я должен, конечно же, из шерсти, что, впрочем, не уничтожает мысль о том, что войлок-то тоже это шерсть, собственно говоря. Но Лия и не спорит, просто она хочет обратить наше внимание на то, что всю Россию войлоком обеспечивала наша республика. Я не знаю уж всю, не всю, но, конечно же, это было масштабно всегда в масштабах и в огромных таких вот размерах нашей России. Войлок идет на стельки, пишет еще нам Лия. Но я должен обратить внимание, что не только на стельки идет войлок, он идет на бурки, на валенки все-таки, на фетровые шляпы, на сырмаки, но это уже такая межнациональная тема пошла. Шердаки, киргизские колпаки делают тоже из войлока, а также покрытие для юрт, потники под седла. И в технике фетр используется для прокладок в качестве фильтрующего материала, сами понимаете. В общем, нужная вещь, так что праздник сегодня, Международный день войлока, он не случайный совершенно. 8 часов 25 минут сейчас в Уфе. Мы с удовольствием продолжаем нашу встречу. И сейчас для нас с вами музыкальная пауза. Добрый самовар, бодрое утро. Дорогие гости, сильвупле, живупли, авек плезир. Господи, просто от страха все слова поускакали. Это гость в студии. Чай, печенька неси. Чай, печенька неси, гость в студии. Даже две гости уже у нас в студии самовара. И я с удовольствием и приветствую, и заодно представляю вам наших гостей. Заслуженная артистка России, народная артистка Республики Башкортостан Ольга Шарафудинова сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Руководитель литературно-драматургической части Диана Гараева. Диана, привет. Здравствуйте. Не наврал ничего, я... Все правильно сказали. Я старался. Прям по буквам читал, все, тренировался. Вы знаете, у нас, так вот складывается в самоваре, что у нас такой своеобразный хит-парад в начале сезона и в завершении сезона. Мы как-то более-менее синхронизированы с жизнью культурной. Поэтому, наверное, почти все уже театры у нас в гостях побывали, но кукольный театр, он всегда все-таки отдельно в нашем сердце живет. И потом, наверное, есть много чего интересного рассказать, и все, конечно же, ждут и переживают о том, когда новое, можно сказать, новое, новое здание фактически. Да. Не просто реконструкция это все-таки. И какие планы творческие, какие созрели уже, какие-то еще только в планах строятся в голове. И об этом поговорим, но только давайте сначала у нас где-то в это время, чуть раньше обычно, выходит рубрика, называется «Игрушка-ватрушка». И я обещал, что мы сегодня разыграем пригласительный на один из спектаклей кукольного театра кукол. Это будет спектакль «Сабантуй». Вот. Давайте зададим вопросы. Наши игроки будут как раз размышлять и присылать нам ответы на наш WhatsApp. Напомню, его номер 8 937 34 004 24. А мы будем разговаривать. Но сначала вопрос. Так, поскольку название спектакля я уже озвучила, «Сабантуй», это наш премьерный спектакль, он состоится 7 октября, в 12 часов состоится премьера. Мы разыграем билет на этот спектакль. И вопрос связан с названием. В честь чего
Вообще, история возникновения праздника какова? В честь чего его придумали? Что отмечали Сабантуем? Чему посвящен праздник, чему посвящен праздник Сабантуй? Сабантуй? Ну, сами понимаете, друзья, в общем, достаточно тут свободное изложение, то есть одним словом тут наверняка не обойдешься, но сегодня, в общем, придется побороться, там не просто там вариант 1, вариант 2. Пишите, напомню, 8 937 34 004 24 номер нашего WhatsApp. Мы даем вам столько времени, сколько понадобится, ну, столько, сколько есть у нашей программы, как максимум. А сами давайте с нашими гостями будем говорить. Играют у нас прям не совсем все. Большая часть слушает тоже внимательно. Ну, с чего начать, я даже не знаю. Может быть... Вот когда, что, где. Знаете, у меня сердце ёкнуло, когда какая-то новость прошла в средствах массовой информации, что не застройщик, а как это вот... Смена застройщика да, там, да. Да, что-то такое. Думаю, господи, неужели это затянется? Что здесь Нет, периодически такое происходит. Это рядовая процедура. Ничего страшного. Заново тендер разыгрывают. Наша реконструкция идет, и она идет к финишной прямой, приближается, все идет по плану. В декабре мы уже планируем начать наше новогоднее представление в новом здании. Уже в новом здании, уже новогоднее, предновогоднее представление. Ну что же, это совсем уже скоро. Это скоро. Тьфу-тьфу-тьфу. Мы сами в шоке. Истосковались, небось. Ну, конечно, в гостях вот хорошо, но дома-то лучше. И мы, конечно, с терпением ждем, когда же мы въедем, и когда на обновленную сцену там все по-другому. И зрители, которые новые придут, они просто будут, ошеломлены. Скажем так, то, что кто был раньше и кто сейчас придет, это поразительно, восхитительно будет впечатление и просто предвкушение вот этого подарка. Мы тоже в ожидании. Но вот исходя из того, что вы рассказываете уже о том, что там все иначе, все по-другому, значит, сами-то вы там уже бываете. Да, периодически бываем. У вас какие вот впечатления, как у хозяев? Что-то тоже совсем... Снова опять придется как-то привыкать к какой-то новой ситуации, да? Или нет? Да, конечно. Во-первых, сцена у нас будет технически по-новому оснащена. Это современные технологии. Это все по-другому. И это будут и монтировщики, которые у нас работают, привыкать к автоматизации. Там, значит, сцена у нас будет оснащена технически. То есть теперь не только руками придется? Нет, не руками, все на автомате, да. Это и свет, и звук, все по новейшим технологиям. И это такие возможности дает для постановки новых спектаклей, фантазия бурлит. Ну и потом у нас будут там малый зал. Там музей будет интерактивный, и там много-много будет таких, и детская студия. Ну, все, а главное, кафе у нас будет свое. Даже два кафе. 2 кафе. Летнее и зимнее. Летнее и зимнее, веранды, где можно зайти с улицы, просто посидеть в кафе, и можно зрителям попасть. Ну, вот это самое, мне кажется, такое. Да. То, что все по-другому. Лифт, во-первых, у нас будет грузовой, где можно декорации поднимать на сцену, Да, опускать. Ну, спортивный зал свой у нас будет, душевые. Это, вообще все по-другому и в общем, чудесно. прям твори, не хочу, что называется. Твори не хочу, А на да. самом деле хочу, скорее всего, уже изо Все всех для сил, скорее зрителей, всего. все для зрителей. Такой вот уютный зал теперь у нас будет. Ой, у нас огромное количество ответов. Смотрите, вот если я сейчас правильно вижу отсюда, сейчас вот я увижу Ой, а 10 кого же как выбрать? минимум. Вы знаете, у нас есть такая... Кто первый? Такая тут приспособа. Вот мы выбираем такое приложение, вот кубики. Ага. Ну, надо только взглянуть. Вот у нас в основном... давайте, друзья, значит, объявим, что завершен прием ответов. И посмотрим. Так, вот здесь вот надо пометить как непрочитанное, чтобы тоже в этом принимали участие. Конец посевной, как вариант, да? Да. Праздник труда, плуга, тоже правильный ответ. Правильно. Так, вот здесь вот сложно сейчас, посмотрим.
А здесь просто доброе утро нам пожелали. Поэтому Спасибо. Доброе утро. Спасибо большое. Завершение посевной, конец посевной. В общем, вот, ну, Вот это это правильно. четкий, правильный ответ, да, конец посевной. Торжество плуга, дословный перевод, праздник, праздник по окончанию полевых работ. То есть вот эти ответы, они все правильные. Поэтому действительно нам надо будет выбрать. Ну, вот тапните, Ольга, пожалуйста, так, Вот чтобы... этот кубик. Вот даже там звук раздался. 15, вот, да, правильно я не вру? Да, Что тут да. написано? Очки 15. 15. Вот мы сверху, снизу будем считать, сами выберите. Или, Сверху. Сверху пойдем, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, это же мимо. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И возвращаемся на самый верх. Вот здесь только что пришел ответ, он уже был, мы закрыли. Поэтому вот в данном случае становится победителем. Прочитайте, чтобы не я это фантазировал. Видите? Да, я вот так. Ильдар. Ильдар. Ильдар, весенним посевом конец. Даже так поэтично, Своими словами, да. Весенний посев. Ильдар, ваш номер телефона заканчивается на 61. Мы вам напишем в ответном, значит, сообщении, как вам получить ваш пригласительный. Вы нам пока напишите, пожалуйста, вашу фамилию. И всем огромное спасибо. Спасибо за участие. За игру. Ну, то есть, в принципе, видите, подготовлены мы Да. все здесь. Все знаем. И о Сабантуе мы поговорим, потому что это тоже постановка, и она уже вот на этой неделе, правильно? Да, 7 на этой число, неделе, да? 7 октября. Вот, а о том, что позволяет надумать, придумать новое уже, да, новый театр, еще тоже расскажем, это уже вот у Ольгу попросим. Но о чем сейчас сначала? Ну, давайте расскажем о спектакле «Сабантуй», Да, коли уж мы который, пригласили и приглашаем всех. зрители увидят уже в эту субботу. Это совершенно новая история, написанная специально для нашего театра Владимиром Аношкиным, уфимским драматургом нашим, с которым мы часто сотрудничаем. Режиссер-постановщик Альберт Имамуддинов, художник-постановщик Аниса Туманшина, композитор Марат Татурас, тоже известный композитор, известный музыкант. Вот такая команда у нас замечательная. Они решили создать свою альтернативную версию того, как вообще появился этот праздник Сабантуй. Это история о юноше, который искал себя, который любил... который, в общем-то, от него никто... Его ругали, от него не было толку, но он любил играть на гармошке. И как он нашел свое призвание таким образом. Когда этот спектакль, концепцию этого спектакля постановщики защищали на худсовете, мне сразу же вспомнилась история Джона Леннона, когда ему тетушка, которая его воспитывала, сказала: гитара — это хорошо как хобби, но на жизнь ты этим не заработаешь. А потом Джон Леннон, когда прославился, он табличку ей сделал и на дом повесил с этими словами. Вот так история про нашего музыканта, про гармониста. Вот как он нашел свое призвание, как он нашел свою любовь. Ну и почему, собственно, Сабантуй образовался. Марат, наверное, там постарался. Про музыканта же все-таки спектакль. Было где развернуться. Марат, он, безусловно, талантливейший человек. И тут замечательно, что... Вообще хорошо, что у нас... Марат талантливейший, но у нас много других тоже музыкантов. И с вашим театром многие музыканты... Многие, да, рок-музыканты. Рок-музыканты и сотрудничали, и сотрудничают. Да. Это очень хорошая традиция. Я прямо кулачки держу, чтобы ничего не сломалось. Пусть все работает. Марат уже не в первый раз с нами сотрудничает. И всегда удачно, всегда интересно, всегда... классно, поэтому мы в предвкушении. Но на самом деле здесь все очень постарались, очень интересное художественное оформление, много новых кукол необычных, визуальная составляющая очень яркая, очень красивая. Также стоит отметить, что у нас классный актерский состав. У нас молодые актеры, и они играют с мэтрами. Наш народный артист России Айрат Акрамович Ахмедшин, он у нас просто звезда
нашего театра. Знамя. Да, и он согласился любезно принять участие в этом спектакле, и он просто как ангел-хранитель наш наставляет молодых артистов. И такой классный тандем у них получился у всех. Будет интересно. Ну и чтобы никто ничего не перепутал, мы все-таки должны отметить, что на этот раз все же представление пройдет, точнее, на улице Ленина. Да, Пушкина. Ленина, Федор Угол, Катин. да. В Малом зале театра оперы и балета, пока мы еще не переехали в свое новое здание, мы их всех ждем на той площадке, которую нам любезно предоставил театр оперы и балета. Начало... В 12 и в 14:00 два спектакля. Вот, и все это мы про 7 Да, 7 октября. говорим. Категория спектакля 6+. Это спектакль для семейного просмотра. Будет интересно и детям, и взрослым, и молодежи. Всех ждем, всем рады. Ну что же, замечательно. Добро пожаловать. Мы поздравляем Ильдара еще раз от всей души. Ольга, ну теперь вам... Я знаю, что... В общем, я даже думаю, что, наверное, он не о желании, да, но как-то фабула сама подбрасывает это слово. Ну, вот было же желание у маленькой, младшенькой дочери, да, привезти, чтобы ей привезли аленький цветочек. Но на самом деле о чем это будет? То есть правильно я понимаю, что вот в постановке, в работе... Сейчас мы приступаем, да, вот буквально мы уже начинаем с 20 октября к репетициям «Аленького цветочка», потому что как-то эта постановка, она уже была у нас в театре, и не раз, мы 2 раза уже ставили, обращались к этому произведению. Сейчас новая такая у нас будет постановка «Аленький цветочек», и младшенькая доченька, да, попросила: привези мне, батюшка, аленький цветочек. О чем будет спектакль, ну, сейчас, наверное, рано еще говорить, потому что только-только мы приступаем, и это у нас еще пока в процессе. Но самое главное, мне кажется, что «Аленький цветочек» — это как некий такой мечта. Каждый человек мечтает о счастье, о любви. И вот, наверное, имея только доброе сердце, такие, я бы сказала, даже обладая глазами души, можно увидеть вот эту внутреннюю красоту в другом человеке и в результате прийти к самому такому высшему счастью, любви. Вот, конечно, спектакль о любви. У нас есть звонок, вот Марат показывает. Прошу, алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, вам слышно? Да-да. Я вашу передачу, я пенсионерка из Черниковки Галя, я все время вам звоню. Мне так нравится ваша передача про кукольный театр. Ага. Знаете, что нас раньше-то не водили в кукольный театр. А вот сейчас нас, пенсионеров, туда пустят или нет? Можно? Конечно, мы ждем всех. Да? Да. У нас есть спектакли для хочется взрослых, сходить в для кукольный детей. театр. Вот не совсем я понял. Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Нет, я говорю, нас пустят Да. в кукольный театр пенсионеров. Да-да-да, пустят. А потом вы еще что-то спросили такое. Куда приходить? Нас раньше не водили, Да, вот да. вы так интересно рассказывали. Я все время Приходите, в прошлый вот. раз рассказывали, я вас про кукольный театр все время слушаю, так интересно рассказываю. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам, спасибо за ваш звонок. И я думаю, что нужно обязательно вам прийти. Если, может быть, вам немножко самой сложно сориентироваться, ну, пусть, может быть, дети вам, внуки помогут, подскажут, куда нужно, собственно говоря, приехать, и надо, ну, позволить себе удовлетворить Конечно. этот интерес. Наконец-то, да. Но, правда, ведь это, правда, было достаточно уже сильно давно, когда не было кукольного театра у нас в республике. Ну, и пожилые люди уже звонят, понятно поэтому. Но, по-моему, остальные поколения, там, уже лет, которым под 50 и 60 уже видели постановки. Конечно, кукольного. видели. Нам 92 года нашему театру кукол. Вот. Ну, может быть, просто раньше было немножко сложно как-то. Потом Черниковка практически другой город был, да? Да. Может быть, оттуда было сложно как-то приехать. Но не могу не задать вопросы о таких еще более пространных, или пока дальше Нового года
Нет, Не у нас смотрите? планы есть уже, у нас даже... Можем рассказать Да, о конечно, своих да. задумках? Можем озвучить. Диана расскажет, у нас планы сформированы уже как бы заранее, мы На планируем. 2024 год у нас будет постановка спектакля «Винни-Пух», «Цветок Курая» по «Русалочка». сказке «Рогатый хан», «Русалочка». Также у нас ребята, Александр Верхоземский, Надежда Беззубова готовят спектакль «Променад». Такой спектакль Экскурсия, интерактивный, да, по очень интересно новому будет. театру. Мы сами в нетерпении, тоже в То есть предвкушении, мы не знаем. не в пределах Это только будет, да, зала. Да, Нет, будет это по театру как будет такой, экскурсия, да, ознакомление с театром. с историей нашей. Вот. Новая форма такая, да, мы следим. Здорово. Это всегда Да. интересно что-то, ведь когда, я не знаю, по-моему, это у всех примерно такое ощущение. Вот ты, переступая порог театра, уже начинаешь ожидать какого-то, чего-то необычного, чего-то, практически Да, чудо. Уже с самого с театра и Свешивки уж начинается. само по себе вот там присутствие уже свое, это уже какой-то вот ты перешагнул, там осталась реальность, а здесь что-то Да. такое должно быть, необычное. Поэтому чем это все... Да, театр кукол — это особая магия. И в тут полной еще, мере. тут еще и помимо актеров есть еще и другие совершенно актеры, которые, правда, друг без друга, никак. Нет, у нас почти не все существует. взаимосвязано. Вот вы знаете, у нас настолько вот наше искусство, мы зависим друг от друга. Вот та же монтировка сцены, это очень важно. Мы, кстати, вот приглашаем, пользуясь случаем, Да. Если эфиром, нужно да, что-то, приглашайте мы приглашаем, вот у нас штат монтировщика, тем более в новом здании, это будет такая, она и сейчас востребованная профессия. Мы приглашаем каких-то молодых людей, которым интересно. Работа творческая. Работа творческая, да. И поэтому у нас вот открыты вакансии монтировщиков. Нам нужны грамотные водители, которые могут ехать. Мы ездим на фестиваль на своем транспорте. И вот недавно ребята у нас вернулись, ездили в город Владимир на фестиваль. И мы вот... Дорога долгая, и нам нужны профессионалы такие, которые, опять-таки, не просто водитель, да, который тоже творческий человек, потому что всякое бывает. И мы... У нас такая дружная семья в театре, поэтому... Художник по свету. Да, нам художник нужен. по свету. Это все очень интересные специальности, и не просто так я говорю, что они творческие. У нас и монтировщики, они тоже являются соучастниками спектакля. Конечно, да. Как артисты практически. И осветитель, он тоже является творцом спектакля. Это... Звукорежиссеры у нас вообще такие талантливые. Но мы приглашаем всех, кто хочет себя попробовать. И мне в этом кажется, чем искусстве. раньше, тем лучше, потому Да. что Ну нужно все равно время для даже человека, который, может быть, Адаптироваться надо, да. адаптироваться в новых условиях, тем более, что Да. свежее, такое новое оборудование здесь. Да, там какое-то все будет обучение, по-другому. да, какое-то понимание, чтобы. Поэтому, друзья, спешите не только в качестве зрителей в театр кукол. Ой, мы рады, будем рады. И мы тоже очень рады, что вы сегодня к нам заглянули. И я надеюсь, что в течение, я просто уверен абсолютно, что в течение завершения еще этого года и в будущем году мы еще не раз с вами, Конечно. с представителями, во всяком случае, театра кукол будем встречаться, обсуждать грядущие премьеры или, может быть, уже состоявшиеся. Так что с нашей стороны на поддержку можете Спасибо. рассчитывать, и мы Спасибо. очень рассчитываем, что вы будете у нас в гостях. Марат, давай мы еще раз о погоде напомним на сегодняшний день нашим слушателям, прежде чем прощаться. Так, кофейная гуща, палец в небе. О, и к бабке не ходи! Прогноз погоды. Итак, сегодня, 3 октября, во вторник, по республике и в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь пройдет, по северо-западу даже там умеренный пройдет. Я всегда себе задаю вопрос, в чем разница между небольшим и умеренным дождем, пока не могу найти такого внятного объяснения. А вот ветер будет южный, и опять же умеренный, и температура воздуха по республике, но она большая, поэтому тут ножницы побольше, от 14 до 19 градусов тепла. А в Уфе она чуть-чуть поменьше, хотя тоже так, ничего себе. 16-18 градусов тепла в течение дня ожидается. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, вот оно 749 миллиметров ртутного
часового столба было там минут 40 назад, так и осталось. И плюс 11, правда, потеплее немножечко стало. Друзья, 8 часов 56 практически минут в Уфе. Я благодарю наших гостей. Ольга, Диана, спасибо вам большое. Спасибо. Успехов, приходите к нам, а мы будем приходить к вам. Спасибо большое. Ждем очень. Ой, скорее бы уже в новый театр кукол попасть. Много там интересного, о чем мы даже еще, может быть, даже и не упомянули. Да. Начиная еще с подхода. Вы к нам придете лично вы? Я приду обязательно. Я не могу точно сказать вот прям вот в этот день там открытия, но будем обязательно. Друзья, спасибо вам. Ильдар, я напомню, напишу, как вы получите ваш пригласительный. Ну и всем большое спасибо за внимание и до завтра. Всего доброго. До свидания.